Усім прывітанне яшчэ раз. Мы працягваем наш сумесны стрым, эфір праекта Еўрарада і Е-прамова. Абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі і на яе межах. Зараз абмяркуем падзеі разам з ваенным экспертам Ягорам Лебядком. Добры дзень, спадар Егор. Добрый день. Вельмі рады вас чуць, заўсёды рады вас бачыць у нашым эфіры. Сёння першы раз, калі мы з вами звязаліся з дапамогай высокіх тэхналогій, а не ў студыі, але тым не менш у любым выпадку вельмі прыемна. Спадар Ягор, я пачну, можа быць, са слоў, якія прагучалі падчас так званай вялікай размовы, пра тое, што, маўляў, вось чырвоныя лініі перойдзеныя, і тыры-пыры, і гэтак далей. Хацелася б вот ваше меркаванне даведацца. А вот на ваш погляд, якія чырвоныя лініі ўжо беларускі рэжым перайшоў і якія гатовы перайсці? Вы имеете в виду красные линии по отношению к режиму со стран Запада? Не-не-не, вот, ну я так зразумеў, што і сам рэжым пэўныя лініі ўжо перайшоў. Ну, и так, наверное. Хотя тут я бы сказал, что никаких линий, честно говоря, нет. Почему? Если брать политические, сколько их было, там, этих переходов, возвратов, вопрос во времени, да? Если брать какие-то столкновения силовые, ну, пока их тоже таких, так скажем, очень сильных не было. И это скорее, я не знаю, какая-то красивая метафора, нежели практика действий как режима Лукашенко, так и Евросоюза. То есть это скорее некие условности, как один из этапов запугивания, что ли, что, ребята, вот за эти рамки вы не выходите, иначе будет а-та-та. Когда приходят эти рамки, все равно все красиво. Ну вот можно посмотреть, какие угрозы были у Лукашенко, того же брать. Помните, 28 августа, ну, практически год назад, он угрожал, что перекроет транспортировку наших грузов на Литвы порты. И тогда, мол, они посмотрят, как это будет, там, ай-яй-яй, вот так мы их накажем, да. Теперь, наоборот, Литва также грозит. То есть это не красная линия, так, если брать экономику. Дальше. Были запугивания а-ля Ахмеда, помните, там, что взрывать собирались самолеты, ну, Протасевича та же операция, да, и в других аэропортах. Тоже ушло. Был джихад, ну, точнее, недавно джихад это. То же самое, как был, так и всплыл. Условно говоря, это все просто такие, скажем так, угрозы, которые, ну, пытаются вот в рамки поставить, чтобы хоть как-то в рамках этих говорить, но эти рамки все равно будут сдвигаться. Очевидно, что они будут сдвигаться в каком русле, не всегда вперед в эскалацию, но где-то и назад. Если посмотреть ту же разговор Лукашенко, условно говоря, то там видно, у него было два фактора. Это ай-яй-яй, я такой страшный, бойтесь меня, а второе, ну, надо как-то разговаривать. То есть это у него вообще, если посмотреть 8 часов, это была борьба человека с самим собой. Там по многим пунктам. И по насилию, и по устрашению, и мирно-немирный процесс. То есть это как раз вот для психологов у вас был, по-моему, накануне. Это просто кладезь. Вот, психология человека, как, ну, на длительном этапе она всегда раскрывается лучше, чем когда ты что-то говоришь за там, 5-10 минут. То есть вот этих рамок, честно говоря, я пока никаких не вижу. Да? И даже боестолкновение это будет не какая-то там черта, условно говоря, на мой взгляд. То есть если будут какие-то боестолкновения, то, скорее всего, это будет, как сказать, некая, ну, по принципу российскому, что пытается сделать Лукашенко, это эскалация, последующая деэскалация, ну и с этого вытянуть какую-то свою выгоду. Ну, выгода, прежде всего, это, конечно, экономическая сейчас, то есть снятие санкций. Вот. И даже если будут какие-то боестолкновения со смертельными исходами, с заходом, допустим, наших войск на территорию Литвы, либо наоборот, это все равно будет просто предмет торга и не разгорится никакая там Третья мировая война, как пугает Лукашенко. Да? Все прекрасно понимают, что это такой взрывоопасный регион достаточно, но нету интересов ни у России, ни у Евросоюза, ни у кого начинать из-за этого мировую войну. Да, это все понимают, что, скорее всего, этот конфликт в нашем регионе будет, но пытаться его будут решать, так скажем, ограниченно. Ну и ограниченно это прежде всего все на нашей территории будет, так скажем, если начнутся полномасштабные действия боевые. А касательно приграничных инцидентов, то, скорее всего, что это будет просто такое боестолкновение, потом подтянется дипломатия Евросоюза, дипломатия России, будет долгая траля-ля, будут пытаться какие-то уступки получить себе и так далее. То есть рамок как таковых вот именно в этом ключе, что вот, хоп, если перешли, война, все, если не перешли, все хорошо. Я, честно говоря, таких не вижу, они достаточно размыты, как, по крайней мере.
Але тым не менш вы вельмі так спакойна гаворыце пра тое, што ну вот нашы войскі там зойдуць, заскочаць на тэрыторыі Літвы там ці тут штосьці яшчэ нейкае там баявое сутыкненне з нейкімі ахвярамі. Гэта ўсё ж такі чыстае тэарэтызаванне, ці вы не выключаеце сапраўды такой магчымасці? Нет, и помните, мы с вами, наверное, передаче 2 или 3 назад говорили о этой возможности, она никак не уменьшается, она скорее наращивается. Вот, то есть для чего это надо? Ну, некоторые это ассоциируют, точнее связывают с введением военного положения, да, то есть вот это боестолкновение позволит ввести военное или чрезвычайное положение. На мой взгляд, это не так. Ввести военное положение можно просто. Вот вам простой пример. Допустим, сегодня вот через 2 часа собирает там Лукашенко Совет Безопасности силовиков. Встает там любая горячая голова. Косыгин, Вольфович говорит, что по данным нашей разведки на территорию Беларуси проникли диверсионные силы там, ССО Литвы, например, Польши. И известно стало, что действия будут в средних городах. Помните, был тот взрыв, там, не взрыв, а повреждение ГРЭС вроде бы, да, вот установлено следствием, станет гора какой-нибудь, скажет, что установлено следствием, что это действительно диверсия была, поэтому мы вынуждены сейчас ввести военное положение. И что, кто-то будет возражать, что это изменится? Нет. Просто под таким кондовым предлогом можно спокойно вводить военное положение, не надо боинцидент. Кровь, вот эта война, нужна для того, что и разжигается, то есть повышение агрессии вот сторонников Лукашенко по отношению к несторонникам. Если посмотреть вот это шоу, так скажем, 8-часовое Лукашенко, да, то это было ровно та копия, ровно повтор того, что идет по российским каналам шоу Соловьева, только в очень растянутом формате. То есть ровно такой же подход. Одна говорящая голова, типа многознающая, якобы 2 какие-то группировки, вот это, условно говоря, западные СМИ и как бы какие-то наши тут представители медиа про лукашенковских, да, и дальше вот эта травля Запада, повышение агрессии и как бы имитация поддержки Лукашенко. Вот это 2 фактора, почему не такой стиль шоу сделали. Надо отдать должное, это, конечно, интересный подход. Если бы не 8 часов, а часа 2-3, то это очень хорошо бы сыграло, но растянутость, конечно, погубила эту всю идею. Вот, то есть и видно, что направленность основная это на поднятие вот этой агрессии сторонников Лукашенко, ну, у тех, кто его поддерживает, во-первых, убежденности, что он там как бы прав, да, а во-вторых, это агрессия по отношению к противникам Лукашенко. То есть Лукашенко прекрасно понимает, что ни большинство не близко, как бы он ни хотел ни себя переубедить, это, кстати, тоже было 8 часов самоубеждения, да, как бы никого не хотел убедить, понимает, что ресурсы ограничены. Он, кстати, тоже говорил в плане вот этих чисток и тому прочего, он не один раз обмолвился, что у нас ресурсов сразу на все нету, как бы поэтапно, вот то, что мы и видим. В принципе, тот же сход, что вчера брали, можно было брать и в НКО, когда все брали, да, ничего это не поменяло в информационном плане, но, тем не менее, ресурсов недостаточно. И к этому надо привлекать, соответственно, сторонников своих, более рьяно, так скажем. Вот этих, что слили базы, которые пособников, там, не пособников, скажем так, которые в МВД сообщали о митингующих и так далее, вот эту базу надо подвести более агрессивно, чтобы, так скажем, ну, еще один дополнительный фактор давления на общество был. Вот фактически для чего нужно и боеинцидент, показать кровь. Но это сработает и не только, надо сказать, на сторонников Лукашенко, но и на неопределившихся. А это большая группа, не надо недооценивать ее. Вот, потому что, ну, одно дело, когда тебе говорят, что это там бла-бла, гибридная война какая-то непонятная, другое дело, когда вот погибли наши срочники, да, на границе со срочники служат. Вот. И это, конечно, поменяет существенно. То есть здесь задача этого инцидента — это именно пропагандистский такой фактор создания дополнительной агрессии внутри общества. То есть, ну, фактически это создание дополнительного ресурса для противодействия противникам. Вот для чего это нужно. Але ўсё ж такі інцыдэнт правакаваць, ствараць ці яшчэ што-небудзь, як тут сінонімы падабраць, там, скажем, на мяжы з Літвой той же самай, дзе зараз мы назіраем самы такі гарачы мігранцкі крызіс. Усё ж такі дастаткова рызыкоўна. Калі б это была проста вось Літва сама па сабе, Літва як дзяржава, то вы бы сказали, мы тут вот такие крутые белорусское войско, а вы тут что тут маленькое, а там же ж НАТО.
за імі ўсё ж таки? Все правильно. Ну, я почему говорю, что подключится потом дипломатия. То есть речь же не идет о том, что мы вторгнемся прям во всеми войсками в Литву и захватим ее, да? Тогда нас раздербенят просто-напросто, и причем с нашей территории начиная. Речь о том, о малом инциденте боевом. Никто там не будет повышать какую-то готовность НАТО резко, радикально, там, допустим, или Россия, если Россия не начнет, конечно, дергаться. То есть все будут понимать, что да, это инцидент, все будут понимать прекрасно, с чем он связан, да, и это не фактор, так скажем, развязывания боевых действий масштабных. Потому что, ну, тут речь идет не о Беларуси, тут речь идет о России и НАТО, правильно? То есть Беларусь никто не будет рассматривать как какое-то что-то обособленное на самом деле. И в данном случае это, конечно, сдерживающий фактор. Все-таки, надеюсь, наша военная немножко адекватность есть еще там, вот. Но, тем не менее, это не препятствие. Я не вижу препятствия. То есть для захвата, вот, допустим, ну, пример, там, Кыргызстан, Таджикистан было, да, в Фергане этой, ну, захватили, вот одна из сторон захватила погранзаставу другой. Ну, и просто захватили, там, сожгли фактически корпус этот. То же самое может быть и здесь. Зашли, сожгли, ушли. Ну и что, войну начинать мстить? Да нет, все равно подключится дипломатия какая-то, вот. Поэтому я вижу, то есть реальную возможность проведения таких действий, я вижу, которые будут без последствий войны, так скажем. Ну, чтобы тебя тут прямо не летали ракеты натовские, условно говоря, не бомбили. То есть это возможно. Я, честно говоря, такую допускаю возможность, что провести какую-то военную операцию, скажем так, да, на небольшой глубине, либо силами ССО даже можно на глубине, с возвратом, либо даже не с возвратом первоначально, то есть еще попробовать поторговаться за то, что мы уйдем с вашей территории. И это не приведет к войне, пока я такую возможность, честно говоря, вижу. Единственное, есть только регионы, где это можно сделать, где нет, потому что, понятно, в Побраде недалеко от нас стоит там батальон, условно говоря, танковый, американский, да, это как бы сдерживающий фактор достаточно. Ну, но я сомневаюсь, что он там выдвинется на Витебск, условно говоря, или на Полоцк, скорее, при таких действиях. Хотя тоже возможно, тут зависит от, как сказать, силы воли. Вот. Но пока НАТО, надо понимать, это же такая достаточно сложная структура, и не стоят тут сотни тысяч войск прямо в Литве. В Литве свои войска, вот против них, условно говоря, особенно на границе, проблема там этих 20-30 пограничников там в плен взять или что-то, я, честно говоря, проблем не вижу. Вот. Но, конечно, НАТО немножко сдерживает, но, как сказать, но сдерживает вменяемых людей, а люди, которые там задача удержать власть, иначе ты помрешь, да, как это стоит у Лукашенко, условно говоря, то, конечно, это, в принципе, не такой уж сдерживающий фактор. Но если его, конечно, Россия не отдернет. А варыянт ўсё ж таки ніякім чынам не звязвацца з НАТО, але справакаваць на мяжы нейкі вось такі канфлікт. Як вам варыянт Украіны? Недарэмна ж такія закіды ў яе бок Лукашенко кідаў? В этом плане, конечно, это наиболее оптимальный вариант. Более того, вот эта вот риторика по отношению к Украине как к врагу, не просто там вот по политическим, да, конфронтация политическая, как военная, она длится уже сколько? С июля точно. Когда он там 2 июля, помните, говорил, что мною дано поручение полностью закрыть границу с Украиной. Потом уже понятно стало, что это усиление, как бы вот 5 августа он повторил, что, точнее, да, 5, по-моему, ни одна нога не должна ступать с юга, либо там с запада, да, на территорию, то есть непонятно, если уже как бы там перекрыта граница, зачем еще. Ну и в разговоре этом он оговорился, что, как он сказал, оголил границу, перебросил часть, значит, пограничников, включая и изнутри на границу с Украиной. Ну и там, правда, так сказано было, вооруженных сил часть и пограничников. Точнее, не и, а вооруженных сил пограничников. Может, он имел в виду только пограничников или вооруженные силы туда и пограничников. Вот, честно говоря, с диалога не совсем понятно было. Но суть в том, что, да, украинскую границу он усилил. Как бы, вот и заставы созданы были там еще в прошлом году. 2, ну, точнее, там реконструировали, созданы. Усиление на Украине есть, да. И причем тут еще такая фраза, что у него прозвучала, там корреспондент с Украины спрашивала, можете ли вы повторить, условно говоря, то, что говорили раньше, что я не допущу со своей территории какую-то третью страну на территорию Украины, ну, атаку имеется военных вооруженных сил. В этот раз он сказал, что, значит, мы никогда не создадим пакость Украины, если, а об этом сейчас можно и нужно говорить, Украина первая не перейдет с оружием, условно говоря, на нашу территорию, не придет с оружием на нашу территорию. То есть уже фактор вот такой как бы не безусловный. То есть условно. А украинцев давно, ну, да что украинцев там и у нас, и в России все прекрасно понимают, что
сымитировать нападение российскими там регулярными силами, либо регулярными переодетыми в украинцев на Беларусь, ну, никаких проблем нет. Сказать, что это на нас украинцы напали, и давайте мы теперь этого братушек белорусов будем защищать, давайте ведем сюда российские войска. Вот, откроем там Северный фронт, условно говоря, для Украины. То есть сейчас это уже не безусловно. И вот эта вот риторика, да, она как бы нарастает. Нарастает, но во что это выльется, пока сложно сказать, конечно. Но на месте украинцев, да, уже нужно к этому относиться вполне и вполне серьезно. Именно как к такому фактору военному даже в том числе. У што гэта вырасце, але з такога сусходняга, так бы мовіць, боку, калі паглядзець. Вось вы кажаце, што любы канфлікт такі, які распачнецца, далей падключацца дыпламатыя, магчыма, таксама падцягнуцца войскі. І вось гэтая сітуацыя, калі вырашаць канфлікт, які ўзнік там, скажем, умоўна на беларуска-літоўскай мяжы будуць прадстаўнікі там Еўрасаюза з аднаго боку, з другога боку да Мінска ў падмацаванне падцягнецца Лаўроў на танках, я не ведаю, пскоўскай дывізіі. І вот гэтая прысутнасць тут дадатковых расійскіх войскаў у перспектыве там на будучае, яно што азначае? Я просто думаю, а вот ці захочуць яны потым сыходзіць? Тут вопрос как раз-таки, судя по риторике, что сам Лукашенко прекрасно опасается этих войск российских. Как раз в последнем разговоре он же говорил, что не надо тут ни военной базы, не то, что там войск, да, ну, сухопутных, условно говоря, там, или десантных, но и даже воздушная база, авиационная база не нужна, да. Причем, как было сказано, интересно, тоже получит он втык или нет, интересно, что это, мол, Путин предложил, что не нужно базу здесь строить. Он, кстати, очень часто апеллировал к тому, что это Путин сказал, что не надо 31-я карта, Путин сказал, что это, то есть это такая вот интересная эта манипуляция такая, что я сейчас заявлю, что Путин ничего не хочет, а он же будет, ну, как бы деликатно обходить, он же не может сказать, что Лукашенко там соврал или не соврал, да. То есть, ну, есть такая манипуляция в политике, когда ты говоришь за другого политика и ставишь его в такое положение какое-то непонятное. Вроде и давить нельзя, с базы не получится, и вроде как, ну, непонятно. И вот сейчас Лукашенко вот многократно говорил именно устами Путина, условно говоря, что вот это все прессинг, который российский идет и по базе, и по карте, и по интеграции и прочее, это как бы сам Путин говорит, что не надо. Вот. Ну, посмотрим вот недельки-две, условно говоря, какая будет политика России и как быстро поедет Лукашенко на ковер Путина снова. Значит, Лукашенко прекрасно понимает, что войска российские здесь — это угроза и ему. То есть, ну, по опыту, вот как я все там постик про Афганистан писал, там российские войска, где находятся, они быстро могут переметнуться, вот Украина, Афганистан, да, я имею в виду Афганистан, там 79-й год, когда они только вошли и брали этот дворец и так далее. Вот, и Украина, то есть он прекрасно это понимает, что сухопутные войска — это прямая угроза ему. Воздушная база, ну, как бы это такая, может, скорее расчет на то, что еще когда-то там с запада можно будет поторговаться, поэтому я сюда базу воздушную не пускаю. Воздушная все-таки это немножко другое с точки зрения, я имею в виду, вот, устранения его быстро, силовым путем. Вот. И поэтому я, честно говоря, не думаю, что он сам пойдет на то, чтобы здесь вот долго эти войска российские держать. Как страшилку, как вот фактор пока на данный момент прикрытия такой вот, в том числе и в рамках этих пограничных инцидентов, это же тоже сдерживающий фактор, что у нас российские войска здесь стоят. Я имею в виду с точки зрения, как вы говорите, НАТО, мол, сюда может двинуться или что. То есть российские войска здесь — это сдерживающий фактор, как бы тоже. И вот этим он, да, может попользоваться в таком, ну, в плане угроз дополнительных. Но что оставит войска, я очень и очень сомневаюсь. То есть это если только его Путин реально додавит, вот, и может использовать, вот как было, там, рассказывал тоже раз, миграционный кризис, особенно если с вооружениями какими-то там пойдут, как и Лукашенко заявлял, что тут пойдут джихад строить с нашей территории, защищать там своих братьев, условно говоря, от нацистской Литвы, то тут, конечно, тот же Путин может сказать, что раз ты сам не справляешься с границей, давай мы сюда введем миротворческие войска ОДКБ, условно говоря, да, и будем тебя тут охранять. То есть для него это тоже как бы такой риск большой, наличие российских войск. Это надо понимать, это видно давно, в общем-то. Вот. Если вообще говорить о риторике Лукашенко, то он вернулся как бы в 19-й год, то есть почувствовал в себе силу, судя по всему. Непонятно, правда, с чего вдруг. Вот. Но по риторике начальной, по крайней мере, его разговора, вот, она напоминает там 19-й год, скажем так, после этих сочинских встреч, что да, там попытки бодаться, эти карты там
то, не то, что это правительство, а не Путин, ну и так далее. То есть очень много напоминает. Почувствовал себе почему-то уверенность. Вот, хотя факторов таких нет, чтобы ему, так скажем, подкрепить эту уверенность, что он может Путину противостоять. Такім чынам я так разумею, што вот нягледзячы на тое, што як праспойлерыў у свой час Лукашенко разам з Макеем, калі не памыляюся, паасобку, праўда, што вот глядзіце, зараз там у вас можа быць крызіс з нелегальнымі мігрантамі, вот, і раптам праз пэўны час раз і гэты крызіс здарыўся. Заявіў вот Лукашенко пра барадатых мужикоў, якія паедуць джыхад ладзіць. Але гэтага, вы думаеце, да гэтага ўсё ж таки не дойдзе? Вот гэты Не спойлер будет. не Я працуе. могу, кстати, с джихадом очень интересно. Так говорю, тут вы возьмите, хорошо, если у Лукашенко угрозы срабатывают 1 к 3, условно говоря. Ну вот смотрите, по тем же экономическим угрозам, по тому же Ахмеду, по тому же джихаду, да, только вот иммигранты действительно получилось. Значит, с джихадом очень интересный тут моментик, интересный. Мы можем помочь, так сказать, вести джихад против нашего стратегического союза, многонационального народа России. Ведь мы же тоже здесь окошко очень хорошее в Россию, и через нас могут ребятки из Сирии, которые там протурецкие, например, группировки, или просто там бывшие игиловцы, да, они спокойно через нас, воспользуясь вот этой вот волной миграции, могут спокойно приезжать через Беларусь и въезжать в Россию и там устраивать свой джихад. Потому что Европа им поскольку туда европейцы не воюют, не в той же Сирии, там, допустим, ну, есть поддержка в Ливии, там где-то частично и прочее, но тем не менее война в той же Сирии, допустим, идет явно с Россией, да, так скажем, и врагов там ее хватает. И вот этим вполне могут воспользоваться. Они как раз такие протурецкие, например, группировки, которые воюют, они спокойно с Анкары, с Стамбула могут прилетать в Беларусь и спокойно двигаться в Российскую Федерацию. Ну вот недавно на днях же было сообщение, что 4 мигранта из Сирии как раз-таки ФСБ, пограничная служба ФСБ на въезде с нашей территории, ну, Смоленской области задержала. Вот, пожалуйста, это может быть усилено потоком, и таких же ребят, которые провозят через границу на Россию, много там, вот. И это как бы тоже очень интересный фактор, который был бы при этом джихаде, да. Вот. Касательно мигрантов, то есть, ну, вот вчера было как раз в Анкаре выступления местных граждан, Автуру имеется в виду, митинги проходили массовые против наплыва беженцев Сирии и Афганистана в Турцию. Ну, конечно, да, вот эти вот мигранты, в принципе, могут снова поехать, как бы, ну, снова в Беларусь и на территорию ЕС, так скажем. С Ираком более-менее пока договорились, хотя бы временно. С Турцией теоретически могут ехать очень многие сейчас. Но, опять же, приехать могут, а все-таки литовцы те же, ну и сейчас латыши с поляками будут вынуждены принимать консолидированные меры противодействия. И действительно растет риск, что эти товарищи исламские останутся у нас, либо переедут в Российскую Федерацию. Ни то, не надо ни нам, ни Российской Федерации. Поэтому это тоже такая угроза достаточно. Грозить ей можно, попробовать реализовать ее можно, а во что это выльется, ну, как показывают конфликты всех стран Ближнего Востока, только начни вот эти вот потоки, и дальше это идет самопально, условно говоря. Там же тоже не дураки едут, у них тоже свои людей, свои цели, я имею в виду, которые едут, так скажем, да, вести джихад, либо войну там и так далее. Ну тут галоўнае, каб вот такі аналіз і прагназавання ўсё ж таки ну, былі і не думалі просто вот зараз мы вот так вот зробім такія сіемінутныя рашэнні, як стрэл у нагу. Калі это будзе пралічана, вот паслухаюць вас, то можа быць і не пойдуць на это. Дарэчы, вось наш глядач цікавіцца, крызіс з мігрантамі не атрымаўся. Што далей можа прадпрыняць рэжым апроч сілавой эскалацыі у памежнай зоне? Ну так вот, эскалация как раз силовая, это единственное, что остается. Ну смотрите, экономическое давление фактически тем, с чем он пытался, вот то, о чем я говорил, да, фактически, наоборот, сейчас против него грозят. То есть вот эта транспортировка грузов через порты Литвы, ну это действительно удар такой серьезный по экономике Литвы, но раз они там как-то договорились у себя или что, я думаю, им как-то компенсируют. Нам же это никто не компенсирует. Вот эти заявления через услугу, да, переброска там части товаров, либо через Россию, это удорожание, ну даже если там демпинг какой-то устроит РосЖД, все равно это отдельное время, отдельные проблемы и так далее. То есть в экономическом плане подавить нечем, да, в политическом, ну вот такая попытка конфронтации с Литвой, в попытке информационного воздействия на население Литвы, ну, прежде всего Литвы, с целью, вот как они хотят там показать, что ваше правительство антинародное, да,
значит, и разжигать какие-то такие конфликтики, вот типа как антипрививочников выступления было и прочее. Ну, что-то такое можно поддерживать теоретически, да. В дипломатическом плане, конечно, вообще полный ноль, никакого давления оказать не могут, да. Более того, фактически сейчас страны ЕС входят в сектор дипломатии, который у нас всегда был более-менее как-то настроен на Ближнего Востока. Тот же Ирак, допустим, взять, да. Я не удивлюсь, если они сейчас начнут нормальные европейцы влазить и как раз-таки в ОАЭ, в Катар и так далее, где у нас как бы хорошие связи, а в идеале вообще даже в Африку. То есть если еще эти силы порушат связи дипломатические, так скажем, то ну, вообще тут останется только Russian Federation. Вот, значит, какие еще силы? Ну, то есть остается только фактически именно силовой вот этот сценарий. И силовой сценарий не столько для воздействия, так скажем, на страну, на Литву, там, наверное, какую-то, сколько вот на внутрипропагандистских. Потому что, ну, рычагов нету, фактически нету. Рычаги есть у России, а у Беларуси практически ничего нету. Ну, можно тут пытаться что-то, да, передислоцировать вооружения какие-то там, да, еще какие-то угрозы. Но это несерьезно просто-напросто. То есть либо вот боестолкновенница какое-то, либо просто вот такая риторика «враги, враги, враги», а ну, долго это не длится. Хотя, конечно, когда часто говорить «война», то она имеет свойство начинаться хотя бы в каком-то ограниченном виде. Ну можна яшчэ нагадзіць з дапамогай атамных нейкіх там станцый ці ад адпрацаванага паліва, Ну, на недарэмна самом деле, во-первых, топливо это еще не этого года вопрос, во-вторых, это себе проблемы не только экологические, а и финансовые, надо сказать, да, то есть строится, это, я же говорю, это не копеечное хранилище атомных отходов, это далеко не копейки деньги, тоже надо изыскивать будет, а денег-то все меньше и меньше, разве что снова расчет на российский кредит, с которого сейчас уже и завод хочет построить, и С-400 притащить еще, да, судя по договору. Вот, то есть это тоже угроза, скорее ее надо воспринимать именно как вот, ну, в покере блеф такой, да, в карточный блеф, скажем так. У него, я же говорю, у него много, кроме вот этих действительно пересылки мигрантов, это просто такой блеф. Ну, даже не то, что он блефует с точки зрения именно как блеф как таковой, да, просто он действительно считает, что может этим может напугать, потом, когда он на землю возвращается, ему говорят, какие-то рычаги есть, вот как с той же переброской грузов, да, то тут уже просто это обещание чахнет и все, забывается как таковое. То есть, ну, вот это повышение ставок он пытается вести именно до, типа, что это будет конфликт, и неоднократно пугал мировой войной, да. Но это, говорю, это заблуждение считать, что из-за нас может начаться мировая война, и это как бы будет сдерживающий фактор кого-то. Да нет, может, вполне ограниченно могут провести операции и НАТО, и Россия. Да, как там земли поделятся, это большой вопрос, но факт в том, что единственным проигравшим в этом будет это только Беларусь. Только Беларусь. То есть это хорошо, если она сохранится под какой-то оккупацией цельно, а так порвут, как вот при Рижском мире 21 год. Вот ровно 100 лет назад мы фактически можем подойти к такой же ситуации. Только не будет вот этих фронтов, там, германский фронт и российский, а просто это быстро поделится и все. У эфіры еўрарадыё украінскі палітолог Яўген Магда выказаў з такое меркаванне, ну, упэўненасць дакладней, што вельмі насцярожана і в Украіне, і ў еўрапейскіх краінах, у той же самай Польшы ці Літве насцярожана ставяцца да вучэнняў беларуска-расійскіх «Захад-2021». Маўляў, кажа, калі раптам гэтым вось расійскім войскам, якія будуць знаходзіцца на вучэннях у Беларусі, прыйдзе нейкі загад там з Масквы, то не будуць яны слухаць мясцовага тут камандуючага ні гэтымі вучэннямі, ні Лукашэнку, ні яшчэ каго. Яны будуць дзейнічаць так, як ім загадаюць з маскоўскага генштаба. А што могуць загадаць? Невядома. Правакацыю устроіць на мяжы, ці яшчэ што зладзіць. Наколькі, на ваш погляд, існуе такая рэальнасць? Вось і Ірына Кашко пытаецца, ці ёсць верагоднасць, што пасля вучэнняў расійскія войскі застануцца на тэрыторыі Беларусі? Ну, касательно останутся, я уже ответил это, да, то есть не интересно самого Лукашенко. Касательно подчиненности, безусловно, россияне подчиняются только российскому руководству. Плевали мне тут, что в Беларуси думает Лукашенко или прочее, это постольку, да. Это просто для них оперативное пространство для ведения боевых действий. Ну и как там Путин сказал, типа, один народ, да, часть народа одного, и нашей земли вообще. Вот, поэтому, само собой, что захотят, то и будут делать, в общем-то. Провокации, если говорить о провокации, то, в принципе, находящиеся здесь войска могут даже о них не знать.
То есть это же стандартная тактика, ты просто пускаешь войска, а потом какая-то вторая группа там того же ГРУ, не знаю, там, или еще какая-то сделает провокацию, эти войска даже знать не знают, не будут, что это провокация, и будут действовать как, ну, как при нападении на войска просто-напросто. То есть обороняться, либо там применять другие методы. То есть они даже знать, в принципе, могут не знать, точнее, о том, что это провокация. Тоже вариант такой есть. Ну а дальше, соответственно, уже наращивать силы, подключать за белорусские войска, потому что получится российские перебрасывать долговато, а вот белорусских подключить как бы можно. Раз на нас напали, на вашей территории, давайте защищать наше союзное государство, условно говоря. То есть такие варианты есть, но пока я, честно говоря, думаю, что, наверное, нет. Если это будет, то что-то такое, то скорее именно силами Беларуси, и такие приграничные какие-то инциденты, да, быть могут вот для этой картинки пропаганды, но российские войска скорее как фактор сдерживания и защиты, чем как раз для нападения какого-то. Но недостаточно на территории Беларуси войск для захвата того же Киева, российских я имею в виду. То есть, понимаете, если начать войну, ну, да, наверное, удобнее для Путина начать войну, если у него уже было бы желание против Украины нормально начать войну. Конечно, с территории Беларуси хорошо тем, что ты сразу два государства ссоришь, значит, плюс подключается уже в любом случае еще армия дополнительно наша, потому что так или иначе украинцы будут вынуждены отвечать там авиаударами какими-то или еще как-то, и это зацепит нашу территорию. То, да, но пока я, честно говоря, не вижу таких предпосылок со стороны Путина. Ну, конечно, я не живу их оперативным пространством, это в любой день они такое завернуть могут. Но пока у них там это своя предвыборная программа и так далее. То есть, скорее всего, больше похоже сейчас на то, что он копит ресурсы для дальнейших действий, нежели сейчас что-то активно предпринимать. Вожык патрыёт удакладняе, у адным з еўрапейскіх выданняў сказалі, што рэжым Лукашенко спрабуе выкарыстоўваць стратэгію Мэдмен. Гэта гаворыць пра тое, што там цалкам разумеюць, што ён блефуе і не будуць ісці ні на якія саступкі. Нет, стратегия Мэдмен — это не стратегия блефа, это, как сказать, создание неопределенности. То есть ты даже не знаешь, где блефуют, а где нет. То есть блеф как таковой можно оценить рационально. А именно стратегия или тактика сумасшедшего, да, будем переводить как есть, это как раз-таки то, что ты даже не можешь оценить, когда, где, что выстрелит и насколько это блеф, не блеф. Нет, на самом деле у Лукашенко, как бы там его там не называли, все логично. Просто надо понимать их логику, из чего они исходят. Они исходят из удержания своей власти. И воздействующий фактор, сдерживающий всегда, это как раз оппоненты внутри, коих больше, чем их самих. Соответственно, вот как я говорю, что ему нужно повысить ресурс противодействия вот этим силам внутри, которые против него. Частично репрессиями, для этого нужны дополнительные кадры вот в виде как раз вот их и надо агрессии это поднять, да. Вот. Частично где-то переориентация, то, что не пытается сделать, что он там убеждает, что насилия не было, значит, что это чуть ли не до сохранения мира все было сделано и так далее. Вот. Но это не стратегия сумасшедшая ни в коем разе. Не надо думать, что там такие глупыши сидят и прямо вот вы видите, да, вам кажется, что что-то это такое, как сказать, сумасшествие, дно или прочее. Нет, это все логичная последовательность. Просто вы ставьте логику, ну, станьте на его место просто-напросто, что бы вы делали. И фактор, что я бы повел диалог, это не для него. Вот когда вы станете на логику мышления такого, что у вас ресурсы ограничены, мышление ограничено, потому что кадров нет молодых в оперативных решениях принятия, так скажем, толковых, да, модель мира у тебя совковая типично, да, такая, то есть изначально на репрессивном подходе, и люди — это не люди, это просто ресурс, тогда для вас все станет понятно, что все, что делается у него, это все логично, и вне, и внутрь. То есть, и плюс у него еще психологию надо учитывать, это вообще красота была. Как он пытался всех убедить, что все боятся, боятся, боятся. И точку У развернул, и все, Запад отошел от границ. И там это стрельнули там холостыми, разбежались все митингующие, да, и так далее. То есть это было убеждение такое, самоубеждение. То есть создать ему, что атмосфера вот это, что меня все боятся. Ну, а принцип вот этот детского мультика, бояться значит уважают, да, но человека немножко вот ценности переориентированы не в ту сторону. То есть там все логично, это не стратегия Мэдмен, абсолютно. Это все логично, вот как только станешь, вот я говорю, на мышление их, понимание ограниченности своих ресурсов и по времени, и по материальным, и по людским, и так далее, то это все вот эти вот решения, которые кажутся глупыми, сумасшедшими продачей, они вполне логичны. Да, они нелогичны или там сумасшедшими выглядят, когда вы их вот узенько рассматриваете с позиции человека 21 века, условно говоря, интеллектуально развитого, у которого
свои какие-то стремления в развитии государства, общества, саморазвития и так далее. Но если вы ставите на позицию его, то вы поймете, что здесь четкая логика, здесь нет ничего нелогичного, все логично. Дарэчы, вось цікавае пытанне пытаюцца на завяршэнне. Ці можаце вы выказаць сваё меркаванне, адкуль магло з'явіцца ў Лукашэнкі адчуванне моцы, як у 19 годзе? Вот з чаго яно раптам узялося Ну, сапраўды? тут я, честно говоря, тоже не понимаю. Такое у него было же заявление 25 марта. Вот ровно такая же риторика в отношении России пошла. Когда они вышли люди, да, это сейчас он говорит, что как бы я ожидал, что так было. Ничего он не ожидал, видели же, сколько тогда войск выгнали. Вот. И тогда у него как раз вот на следующий, там, второй или третий день, я не помню, во вторник, по-моему, после 25-го, пошла такая же риторика. Но потом его немножко приземлили. Вот. Сейчас, откуда она такая взялась, ну, наверное, он просто еще не прочувствовал, тогда ему не сообщили о санкциях Великобритании, о санкциях США до разговора этого, да, то есть он еще не в курсе был. И как-то вот, наверное, что-то у него, не знаю, откуда у него такое вот ощущение, что я там могу прямо и Путину сейчас противостоять и всем и вся. Честно говоря, даже не могу понять. Ну вот, говорю, 2 недели, ну, 3 недели там дадут ему временной лаг, чтобы это у людей забылся этот разговор, внесут повестку какие-нибудь там, как правило, в пятницу, вот в эту или следующую, еще какую-нибудь бредоту такую, которая кажется бреднями, да, условно говоря, чтобы народ разговаривал, отвлеклись. Ну а потом уже снова на ковер и по новой, там, и по Конституции, и по этим, как уже выяснилось, не карты, а программа союзного государства, да, вот, то есть это все, я думаю, вернет Владимир Владимирович Александра Григорьевича, поставит, так скажем, то место, где он и должен находиться. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Егор Лебядок. Егор, спадзяюся, у хуткім часе вас ізноўку пабачыць у нашым эфіры. Не, так сказаць, прападайце надоўга. Егор Лебядок, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё Е-прамовы.